Да будет газ для автомобилистов. Принято решение в Ленске построить газозаправочную станцию. Компания «Саханефтегазсбыт» уже подготовила проект реконструкции АЗС номер 48 для перехода на газовое топливо. Документы на госэкспертизе. Перевести автотранспорт на газ экономически выгодно как для частников, так и для предприятий, считают специалисты. А городские власти поддерживают эту идею. На сегодня сразу возникает вопрос, о том, что необходимо, чтобы у нас появилась специализированная лицензированная организация для того, чтобы производить монтаж, скажем, этого оборудования. Да? И вот Министерство промышленности, мы проводили в ВКС на прошлой неделе, да, эту проблему понимает, да, и на сегодняшний день они отрабатывают с одним из больших предприятий Запада, чтобы они зашли в Якутию. И, скажем, меня очень радует то, что сервисный центр планирует открыть в городе Ленске. Также одно из основных условий при участии в различных программах на республиканском уровне – приоритет отдается приобретению автобусов на газомоторном топливе. К тому же компания «Алроса», владеющая самым крупным автотранспортным предприятием на территории Ленского района, установила газозаправочные станции в Мирном и Удачном. Поэтому наличие подобных в Ленске уже необходимость, продиктованная временем. А мы решили проверить, как автолюбители относятся к такому новшеству. Положительно. Как считаете, что лучше будет, если машины на газ перейдут? Ну, конечно. Почему? Ну, как почему? Выхлопы будет меньше. Да не знаю, при наших холодных климатах газ, я думаю, не актуален будет. Да, конечно, хорошо. Наверное. Почему? Ну как, экономнее будет заправляться. Да, не знаю, пускай вроде нормально отношусь. Будете свою машину на газ переводить? Да. Если будет экономичнее, дешевле, конечно, буду переводить обязательно. Холодно же. Газ, думаю, что для Якутии малоэффективен. Угу. Вы свою машину, у вас есть машина? Есть. Будете переводить на газ или нет? Нет, опасно. Еще и опасно. Побаиваемся. Для заправки автомобилей будет использоваться природный газ метан, прошедший необходимые этапы очистки. К концу октября 2022 года на так называемой в народе заправке для больших грузов будут установлены колонки для газомоторного топлива, и ленчане смогут переводить свои авто на газ или приобретать новые уже на голубом топливе. Анна Кожевникова, Виталий Андреев, Ленск.